Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости Мордовии за декабрь 2018 года будет комментировать Фаина Юрьевна Макарова, заместитель гендиректора Мордовской депозитарной компании «Депозит», член Совета непарламентских политических партий при Госсобрании Республики Мордовия и министр юстиции в моем альтернативном правительстве Республики Мордовия. Первая новость, Фаина Юрьевна, у нас называется так: повышение стоимости общественного транспорта в Саранске. Можно я прерву Да, вас? пожалуйста, прокомментируйте. Скажите, пожалуйста, как давно вы меня назначили на должность министра юстиции? Это произошло в том же декабре 2018 года, в котором я опубликовал список, состав Совета министров будущего правительства Республики Мордовия. И на должность министра юстиции не нашел лучшей кандидатуры, чем вы, потому что у вас и опыт огромный, связанный с этим, и идеи прогрессивные по тому, как стимулировать работу судебной системы, которая отчитывается перед региональным министерством. И у вас даже есть креативные идеи по развитию, о которых вы, может быть, как-то расскажете, когда будет в контексте. Извини, Владимир, конечно, очень приятно, что вы меня видите на этой должности. Очень приятно. И действительно, это для меня новость. Впервые сегодня услышала о такой новости. Хорошо, продолжим. Да, Будем хорошо. исходить из того, что я будущий министр юстиции Мордовии. Да, спасибо. В твоем личном правительстве. Спасибо. И первая новость, которую мы обсудим, это такая, значит, 25 декабря в нашей столице Мордовии более чем на 20 маршрутах частных предприятий общественного транспорта повысили стоимость проезда до 23-25 рублей. Но вообще у нас пассажиропоток частный обслуживается, это 35% за частниками, остальное муниципальное. Сразу узнав об этом, выступил на совещании начальник транспортного управления городского округа Саранск Игорь Валерьевич Белурнов. Сообщил, что для муниципального транспорта стоимость проезда остается прежней. Но прошло 3 дня, и все изменилось. Правительство Мордовии приняло постановление о повышении стоимости на общественный транспорт муниципальный до 20 рублей или 19 для безналичной оплаты. Как бы в защиту муниципальных органов власти скажу статистику, что у нас Саранск один из самых низких в Приволжском федеральном округе. Как бы вы прокомментировали такое повышение цен на общественный транспорт? Ну, на общественный транспорт, то, что не только на общественный, на все остальное будут, денежная стоимость будет повышаться. Новости большой не было, не в прошлом году уже для нас это не было, это было все очевидно. Удивляет то, что пока не намного повысили. Но я думаю, до конца года они еще вернутся к повышению стоимости проезда и, возможно, даже увеличится, может быть, процентов на 50, как я предполагаю. С чем я это связываю? В связи с чем такое повышение возможно? Ну, начнем со стоимости, в данном случае ГСМ, который повышается, но отсюда уже будет как повышение абсолютно всего и вся. Вот. Ну и с учетом того, что, в принципе, все мы знаем при тех разговорах, которые у нас ведутся с экранов телевизоров от членов правительства, с Госдумы, от чиновников больших уровней, что денег в России достаточно, их много есть. Но тем не менее, как следует непосредственно всех социальных программ и всего остального, мы все прекрасно видим, что промышленность у нас как таковая, она не развивается, а скукоживается. В сельском хозяйстве дела тоже не очень, но это как бы 2 основных таких больших момента, которые могли бы пополнять казну. Плюс здесь еще нужно рассматривать непосредственно реализацию нефти и газа за пределы России. Вот. И с учетом всех этих санкций, которые часть из них наложили мы сами на себя, как следует у нас из пояснений определенных товарищей, которые сами вынесли у нас законопроекты такие, которые их утвердили Госдумы наши. Вот. И непосредственно санкции, которые внесли с учетом наших внешнеэкономических дел за пределами России, с угрозами, когда Россия выступала, я помню,
такой момент, когда Соловьев на сцене, там, по-моему, Кремлевского дворца, дирижировал и пели песню «Если, значит, там что-то вы не сделаете, мы отключим вам газ», и показывают, значит, кран на сцене газовой трубы такой вот, искусственно, как это говорят, макет, да. Мгм. Вот, и перекрывают, и при этом все довольны, улыбаются, что показывая, ну, как бы демонстрируя всему миру, что вы будете плясать под нашу дирижерскую палочку. Вот, ну, естественно, западным странам такая позиция России не понравилась, и по определенным вещам, когда были нарушены международные права, международные законы, вот, санкции со стороны этих стран, они в отношении России наступили. Ну и, естественно, все теперь думают о том, как избавиться от того дамоклового меча в виде газа и нефти, которые они вынуждены покупать. Все-таки страна у нас большая, территория огромная. Вот по МОБу, если бы, конечно, всеми нашими полезными ископаемыми, которые мы имеем место быть, их использовать в первую очередь на благо собственных граждан и собственного отечества, а потом уже за пределы границы, а не как сырьевой придаток и стать страной третьего мира, да, вот, то мы бы, конечно, наверное, утопали бы уже все абсолютно наши граждане в роскоши, то здесь приходится нашим чиновникам принимать решения с бедных слоев, нищих слоев населения, которые уже денег нету, в принципе, иногда даже заполнить холодильник на праздники, потому что посмотрела я сайты наши российские, всевозможные, и блоги всевозможных наших людей, что у многих людей не было возможности встретить достойно, ну, в смысле празднично отметить праздник, с учетом того, что просто нет физической, финансовой возможности на стол поставить те продукты, которые раньше они использовали в празднике. Ну, поэтому все это ожидаемо, мы об этом уже говорили. Вот. Отношение, конечно, к этой новости очень плохое, потому что деньги у нас, оказывается, находятся на многие другие вещи. И если сравнивать сейчас погоду, будут сравнивать декларации зарплаты наших чиновников госкорпораций, мы увидим, что действительно в России деньги есть, но только для особой категории людей. Спасибо за подробный ответ по поводу к декларациям и к оценке экономики Мордовии мы еще попозже вернемся. Следующая новость. У нас в конце 2018 года Москва утвердила кандидатуры новых ректоров 3 мордовских вузов. Один из этих вузов – это Правовая академия, Государственный университет юстиции. Там 17 декабря вместо Надии Низамеддиновны Азисовой была назначена предыдущий директор того же вуза Галина Петровна Гулешова. А вот Азисова, по информации столицы СС, замечена правоохранительными органами в чем-то недостойном занятия такой должности. В 2 других вузах, это Кооперативный институт и Педагогический институт, тоже сменились ректора по одной и той же причине. Предыдущие ректора достигли предельного 70-летнего возраста. Вот 7 ноября в Кооперативном институте вместо Бориса Федоровича Кевбрина был назначен сын председателя Мордовской республиканской организации профсоюза работников среднего и малого бизнеса Раиса Касымовича Хайрова Роман Раисович Хайров. А 27 декабря в пединституте вместо Василия Васильевича Кадакина, который будет президентом теперь отныне, назначена дочь председателя Госсобрания Мордовии Владимира Васильевича Чебиркина Марина Владимировна Антонова. Она работала в университете, работала на кафедре финансов и кредит, у меня зачет принимала, у меня они теплые воспоминания. Потом была заместителем председателя Госкомитета по труду и потом возглавляла Мордовский республиканский институт образования. Как бы вы оценили у нас систему высшего образования в Мордовии и вот такую систему родственного назначения на высшие посты вот в государственных организациях? Ну, если подходить с точки зрения объективности, я против, естественно, таких назначений, потому что в любом случае мы все прекрасно понимаем, что такие назначения
они именно идут с некой коррупционной составляющей. В какой коррупционной составляющей? Потому что мы, вот вы говорили, как раз у кого-то, допустим, родитель занимает соответствующую должность высокого руководителя, вышестоящую должность, либо даже вот депутат, в данном случае Капа Хайрову, да. Вот. Но если это человек все-таки достойный, если при этом кандидатур, которые в данном случае рассматривались, и, возможно, их было несколько, и если действительно эта кандидатура одна из самых достойных, то мы это потом увидим, правильно это было назначение или неправильно это было назначение. А то, что по академии, там юстиция у нас, да, то, что произошло переназначение, ну, у человека там, насколько я слышала, закончился срок подписания договора на исполнение своих обязанностей. Да, ее в данном случае сменил вернувшийся с Казани, насколько я поняла, человек, который до этого занимал эту должность. Вот. Здесь как бы никаких особых таких вот из ряда вон для меня новостей, которые требовала бы с моей стороны комментариев, я не нахожу. Вот. А насколько эти люди будут достойны этих должностей, покажет сама работа. И потом мы с вами уже услышим. У нас город очень маленький, все мы друг с другом очень сильно связаны. И дети наши, допустим, многие там знакомые, сотрудники, дети сотрудников или еще что-то, все равно, получается, находятся в общении с этими людьми. И новости такие, они очень быстро распространяются. Кто, чего и сколько стоит. Поэтому мы узнаем. А в целом о высшем образовании в Мордовии как у вас отношение? Давно я к высшему образованию не прикасалась. Вот. Сама лично. Дочь у меня заканчивает в этом году 4-й курс. Единственное, что я слышала от нее, что магистратуру она не хотела бы здесь у нас в Мордовии, в университете, продолжать получать образование в магистратуре. Потому что там, где она учится, немножечко неправильно с ее точки зрения поставлено преподавание и подача знаний. Во-первых, знания подаются не современные, не те, которые необходимы на сегодняшний день, требуются на предприятиях непосредственно, потому что когда она стала проходить практику, практика с теорией очень сильно расходится. А у нас теория должна быть впереди практики, а получается, что практика у нас, то, что на практике происходит, она более соответствует тому законодательству, которое имеет место быть, и оно же постоянно у нас меняющееся, а теоретические знания, которые преподаются, они вот настолько там стагнированы и находятся на уровне вот тех еще там, допустим, 15-20 лет тому назад. Поэтому как бы вот я могу судить только с ее слов по этому поводу. А третья новость у нас называется «Результаты борьбы с организованной преступностью». Она у нас есть. Оказывается, видимо, всполохи ее мы увидели 4 декабря в 13:05 дня. Это День народного единства. В этот день один из соучредителей гостиницы «Саранск» Владимир Владимирович Сипров вошел со своим знакомым через служебный вход в гостиницу в свою, и тот знакомый достал пистолет ТТ и трижды выстрелил ему по ногам и в живот. Прооперировали удачно того, в кого стреляли. А тот, кто убежал, ему не повезло. Его по видеокамерам как бы идентифицировали. И 7 декабря Следственный комитет назвал, что, возможно, это Владимир Дмитриевич Антяскин. И газета «Столицес» очень хороший рассказ о данном событии печатали в том числе и о так называемых химашской преступной группировке, которые один из них, не скажу кто, считается некоторыми кошельком, считался, другой попался как водитель и соучастник там тоже, и поэтому связь с организованной преступностью. А то Владимиру Евгеньевичу Гридину я рассказывал, и вот то, что это я не упомянул, и он как бы проинтерпретировал это просто как уголовщина. Так вот, это не первое нападение на одного из руководителей гостиницы «Саранск».
10 июня 2003 года ножом зарезали заместителя директора гостиницы. И вот 5 лет назад в интервью сын этого Ивана Фарченкова, Вячеслав Фарченков, сказал, что до сих пор нет никакой информации по поводу убийства отца. Хотя, то есть вот следствие работы организованной преступности и преступления, совершенные ими, не не все расследованы, и вот, возможно, совершено новое в этой же стезе. Как бы вы прокомментировали? Ну, как я прокомментирую? У нас в Мордовии, вот по поводу организованной преступности, с одной стороны, отчетность всегда очень хорошая бывает вышестоящих руководителей правоохранительных органов. Но, тем не менее, исходя вот из того, что было раньше и то, что происходит, именно вот здесь просматривается такая черта, такая практика. Пока совершаются все эти преступления, не находятся исполнители, не находятся заказчики. Проходит 5, 10, 15 лет, и вдруг о них становится якобы все известно. Когда меняется начальник УБОП? Да, да. Угу. Либо министр, Угу. либо еще вышестоящий какой-то руководитель, либо губернатор. И тогда у нас уже начинаются какие-то расследования. Вот когда занимаешься этими вопросами, вот о коррупции, да, то есть мы же вопросы о коррупции в том числе рассматриваем. Когда я пишу вопрос о коррупции, связанные с использованием административного ресурса в отношении кого-то, чего-то, нет никакого движения. И могу писать тоннами бумаги. И причем эта тонна начинается с чего? Вначале ответ дают, допустим, если это надзорные органы, просто прокурор района. С прокурора района зампрокурора. Потом сам прокурор района должен ответить. Потом на уровень переходим уже прокуратуры республики. Потом генеральной прокуратуры. Проходит 1,5-2 года для того, чтобы озвучить везде и всем, и каждое постановление обжаловать по ходу. Точно аналогичные эти же действия в Следственном комитете России. Аналогичные действия связаны с правоохранительными органами. Почему нельзя изначально на основании фактов и законов принять решение, посмотреть и выяснить? При том, что, опять же, мы говорим о том, что республика у нас маленькая, все друг друга знают, найти кто, что, чего, идентифицировали сразу же по съемкам, кто это был. Ведь вот о тех же, когда мы говорим лихих 90-х, когда у нас были, все события происходили в Мордовии, ведь вся республика знала, юго-западскую группировку все знали, химашскую группировку все знали, что нельзя было с ними сработать на тот момент. Почему все находится всегда это вот потом, на 10-15 лет? Вот сейчас у меня события. Я 2 года, вот уже скоро, как 1,5 года, со Следственным комитетом нашим, с управлением Следственного комитета и с Следственным отделом по Ленинскому району добиваюсь возбуждения уголовного дела по факту фальсификации. Вот мы на прошлый раз, когда осуществляли видеосъемку «Ноябрьские новости», я тогда уже говорила про этот факт. Прошел месяц, движение есть, но результата нет. Факт фальсификации следователями признан. Причем признан 2 следственными отделами. Во Владимире и здесь, в Саранске. А уголовного дела нет. Факт преступления есть? Есть. Совершившие это преступление лицо есть? Установлено? Установлено. А уголовного дела нет. Вот так. Поэтому что я могу сказать? Установят, найдут, может быть, лет через 5, и дальше услышим, кто что совершил. Ну, кое-что другое установили, обнаружили. Называется «Новость взаимосвязь экологии и здравоохранения». Поздней ночью, 18 декабря, произошло очень красивое с точки зрения кинематографии событие. В поселке Комсомольском и селах Алексеевка, Киржеман и Чамзинского района произошел аварийный выброс в атмосферу цементной пыли с предприятия «Мордовцемент». Даже видео показывали на телевизоре. Да. Засняли жители. И журналисты приехали, стали расспрашивать, телесеть Мордовия, в частности, одну из жительниц. Да, и та сказала, что последние 10 лет не было такого, было чисто. А раньше-то вообще задыхались, по колено ходили в цементе. А сейчас вот дышать тяжело, с ингалятором хожу. Проверка состоялась через несколько дней. Прокуратура, Росприроднадзор, Роспотребнадзор
И в Роспотребнадзоре есть очень такой талантливый штатный эксперт. Он проанализировал пробы и сообщил, что Ничего превышение страшного нет. предельно допустимой концентрации, да, не Конечно, обнаружено. конечно. А замглавврача, новость длинная фамилия, замглавврача Комсомольской больницы, она сказала, что нет, наоборот, эта цементная пыль приводит к хроническому бронхиту, хронической обструктивной болезни легких, аллергическим заболеваниям, таким как бронхиальная астма. И даже к раковым заболеваниям. И теперь которых вот у нас республика скрывает статистику истинную. раковым, Да. вот смотрите. Первое место среди рака, от которого страдают мужчины, это рак легких, 80%. Теперь рассказываю. По статистике за 2016 год Мордовия у нас почти лидирует из 85 регионов по количеству онкобольных на 100 тысяч населения. 4-е место мы. Это еще не полностью все данные Это еще не озвучены. полностью. Да. Может быть, мы даже на 2-м месте. Да, вот я сейчас несколько мест в рейтингах приведу. Санкт-Петербург, Москва, казалось бы, загазованная, там вредная. Они на 45-47 местах. Соседи с нами регионы, может, у нас регион какой-то такой отравленный. Ульяновская область, Чувашия, 43-е, 64-е места. Финно-угорские, может, у нас народ такой финно-угорский, который болеет раком часто. Нет, оказывается, финно-угорские национальные автономии, другие, там, Коми, 48-е место, Удмуртия, 54-е и так далее, и так далее. Не прочитывай все, не нужно. Я тебе скажу просто Да. сразу можно свою точку Можно. зрения, в связи с чем я как предполагаю. Но в среднем на 16% выше, чем в среднем Всех. по России. Да, пожалуйста. Ну, я считаю, что мы уже как-то с мамой, с моей, которая у меня тоже умерла от этого заболевания. Папа у меня умер от этого заболевания. Вот. В свое время мы обсуждали этот вопрос и, в общем, пришли к мнению какому. Ну, во-первых, у нас был, если мы помним, такое крупное очень объединение «Светотехника», Мгм. где конкретно работы велись с вольфрамом. Мгм. И предприятие само по себе именно являлось одним из самых экологически грязных, по большому счету, вместе с биохимиком. Есть у нас было еще одно предприятие. И вот наши родители, в принципе, именно они получили, наверное, возможность заболевания с учетом того, что именно атмосфера, она вся была загрязнена вот этими выбросами. И был даже еще такой момент, когда у нас Юний Шамильевич ездил в Москву по продаже акций. Вот, была такая ситуация, очень-очень интересная. Она, если ее рассказывать, это передачу нужно делать, эту ситуацию. Вот, просто люди, когда была у нас компания такая, называлась регистраторская «Дорос», ЗАО «Дорос». Единственный регистратор был по России, имеющий лицензию ФСБ, потому что они вели военно-промышленный комплекс реестра эмитентов военно-промышленного комплекса. И возникли люди, система «Альфа-Капитал», которые хотели завладеть одним из предприятий, а Юний Шамильевич в этом предприятии был председателем совета директоров. Для того, чтобы завладеть этими акциями у Альфа-Капиталом, значит, генеральный директор в Москве, причем эта фирма головная была, вот, она, значит, была вынуждена спрятаться в больнице от них. Они вышли на Юния Шамильевича и предложили ему очень большие деньги, чтобы он на тот момент взял обязанности генерального директора, и чтобы у них была возможность завладеть этим предприятием, проведя, чтобы он на передачном распоряжении наложил свою визу, и чтобы у них была возможность стать собственниками этого предприятия. И когда он отказался, фразу, которую он услышал: «Да, мы слышали, что у вас там в Мордовии все больные на голову, но что до такой степени», на что Юний Шамильевич сказал: «Да, у нас ртутный завод». То есть на ламповом заводе, вот это то, что связано было с вольфрамом и так далее, там и было ртутное предприятие, ну, в смысле, ртутное производство в том числе. И вот с учетом всех этих вещей у нас экология на самом деле в Мордовии очень плохая, помимо всего прочего. Ну, а мы дети своих родителей. И, видимо, вот наши родители заболели, а в тот момент, когда они жили, да, эти предприятия очень активно работали. Объединение «Светотехника», она же выпускала лампочки, и они расходились в 147 стран мира. В 147, помимо всей нашей России и стран соцлагеря. Это какое там производство было?
Ведь заводов даже вот нам же не хватало. Ламповый завод здесь в центре города находился, светотехника, само то, что объединение, потом вот Лисмах сейчас за пределы города вынесли. Плюс у нас несколько было филиалов, по-моему, в Кадушкино, там еще где-то в Рузаевке, еще где-то вот эти цеха были. То есть их несколько было. Производство было огромнейшее. И биохимик, где лекарства производились, и выбросы у нас были, и все же знали, у нас по городу уже вечером невозможно было гулять, запахи какие шли. То есть опять эти вот химические вещества, которые, то есть у нас очистных таких, оборудования соответствующего не было, улавливателей не было. Все, фильтров, да, все шло в атмосферу. Все мы этими дышали, мы маленькими детьми были. Поэтому я считаю... Но ведь и новые зарегистрированы, мы даже и по новым на 16% обгоняем. А по новым, извини меня, во-первых, мы же еще живем, и наши дети еще, мы рождаем своих детей. То есть это же связано в том числе и с наследственными вещами. Источник отравления был, может быть, десятилетия назад, вот это советское химическое. Да. А оно сказывается до сих пор. А плюс сейчас еще вот этот вот цементный завод, он тоже добавляет свое. А биохимик у нас опять начинает работать. Говорят, скоро выйти должен на полную мощность. Вот так что вот так. Я это связываю с этими вещами. Значит, как нужно решать этот вопрос, чтобы уменьшать? Ну, я считаю, что такие производства, они не должны находиться в черте города. Однозначно они находились у нас и долгое время находились. Вот. И, ну и второе, естественно, это чисто технологические вот эти вот возможности минимального выброса, должны быть соответствующие очистительные всевозможные оборудования. И фильтры все эти должны быть. И все, и все. Да, 100%. 100%, видимо, из-за этого. Да. Я считаю, что с этим связано. Еще у нас одно горе есть. Это зоны мордовские. Да, Мордовия славится ими. И самый интересный факт из этой новости то, что, оказывается, вот по данным лет 5 назад, где-то 1,5 миллиарда рублей приносил, наши вот зоны приносили в бюджет. И это значит, что часть денег, которая идет на зарплаты муниципальным служащим, врачам, учителям, они получают деньги за счет заработанные вот в арабских условиях труда. Но вот начнем сначала. 22 декабря прокуратура и УФСИН и Следственный комитет провели совместный круглый стол о том, когда нужно применять физическую силу к заключенным, потому что до сих пор, 21 век, этот вопрос у них в повестке дня. В тот же день была проверка Общественной палаты и Общественной наблюдательной комиссии Мордовии СИЗО Саранска, первое. Ну, им все понравилось. И если почитать их интервью, они просто восхищены и возмущаются теми жалобами, которые приходят, потому что никаких претензий они не обнаружили. А 28 декабря Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Мордовии возбудили дело на исполняющего обязанности начальника колонии номер 14 Юрия Владимировича Куприянова, который еще 4 года назад был заместителем начальника этой колонии, когда как раз было знаменитое письмо Надежды Андреевны Толоконниковой. Но тогда не прислушались к ее мнению, хотя начальника все-таки отстранили и супругу начальника той колонии, которая была замначальника ГУФСИН по Мордовии. А вот 4 года прошло, и уголовное дело завели на вот этого. На что мы говорим, еще 10 лет пройдет, еще заведут на всех остальных оставшихся. И Следственный комитет говорит, что без добровольного согласия принуждали к сверхурочным работам на швейное производство в ночное время. Дальше замдиректора ФСИН России Валерий Александрович Максименко сообщил, что поступило новое сообщение от заключенной Индиры Эдуардовны Багаевой, и уж ее мы точно решили проверить, и оказалось действительно, что с 7 утра до часу ночи спят по 3 часа в день, издеваются, обшивают начальников, заставляют обшивать начальников, детей. Рабский труд, прямо он говорит зам начальника ФСИН, вот для него это открытие, якобы. И за малейший брак сажают в карцер, лишают еды. Пришла комиссия центрального аппарата в колонию, прямо на их глазах стали стирать видеоархив, но они остановили, сорвали видеорегистратор, увидели факт, удостоверили и сказали, будет наказана вся вертикаль, вплоть до начальника руководителя ФСИН. И у меня уже даже мысли, может, ради того, чтобы сменить мордовского руководителя ФСИН,
и вот, Проверку эту за... да, проверку, и они такие вот Дон Кихоты. В том числе проверка была в 13-й колонии, там те же самые факты. Тоже сверхурочно, Ну, тоже наверное, такие заставляли. факты у нас по всей России, я так думаю. А начинался, Только Фаина Мордовия. Юрьевна, месяц для сотрудников сил Мордовии очень красиво. 3 декабря руководитель пенитенциарного ведомства Мордовии Леонид Викторович Пустайкин заседал с руководителем, с представителями компании «Восток Сервис». Это крупнейшая компания в России по спецодежде. И Ну да. обсуждали вопрос, как нам дальше увеличивать масштабы, ассортимент и так далее. И Форму шить для тех же вот. уфсиновцев. Да, и 7 декабря тоже они обсуждали, что нужно развивать Ну, сотрудничество с прибыль-то им бизнесом. нужна, естественно. Еще бы некрасиво это было, когда деньги там. А зарплаты по несколько За сот так. рублей Толоконников сообщал в месяц, там, или, может, несколько тысяч. Ну, мы же разговор ведем о том, сколько у нас прибыль имеет вот этот представитель, который красиво встречался, Восток, как там называется? Мгм, эта фирма? Восток Сервис. Вот Восток Сервис. Прибыль-то, наверное, там оседает. А что ж ему некрасиво-то провести, это мероприятие-то? Когда дармовой труд-то? А если вообще не платить, вообще красота. А если работать не 20, там сколько, с 7 утра до часу ночи, а вообще бы еще добавить плюс 2 часа до 3 часов ночи, вообще... Но это ГУЛАГ, цены Фаина было. Юрьевна. Тот же самый ГУЛАГ, который не исчез с 30-х годов, получается. Дело в том, что у нас во многих отраслях, так сказать, все, что это было, многие такие вещи, они же никуда не исчезли. И они не могут так быстро исчезнуть. А с учетом, опять той же самой коррупции, того же самого беспредела, который творится, а беспредел творится, у нас же это все идет с верхов. Если бы верхи не пользовались, ведь обшивать вот опять с кого там разговор, ну да, вот в этой статье, начальство. И если они это допускают, ведь этого бы не было, если бы они соблюдали закон и блюли закон. А с них ведь самый большой спрос. И всегда это начинается с верхов. Если у нас опять возвращаемся к тому, к самым-самым верхам, к Путину, к Медведеву, там, к Бастрыкину, там, к Патрушеву, там еще кто, ну всех начиная, да, вы получаете большие денежные средства. При этом пользуйтесь льготами просто так, всевозможными, при своих больших зарплатах. Но если бы они платили свои собственные средства, личные, заработанные, то они могли бы спрашивать и на местах с людей. А те, кто под ними, они же это видят, и каждый по мере возможности проводит ту же самую политику. Вот и все. Поэтому их, когда ты получаешь, допустим, сегодня у тебя есть возможность получить просто так рубль, то на завтра у тебя уже планы на 2 рубля, потому что рубль ты уже получил. Почему бы не заставить людей работать еще больше? Почему бы людей за просто так не заставить там еще что-то им сделать? Вот и все. И последние годы ограничили доступ независимых общественных наблюдателей. Конечно, а зачем они нужны? Не дай бог, они увидят, заснимут, а потом то, что сейчас возможности всего этого снять очень быстро и отправить моментально, и станет достоянием гласности моментально, зачем им это? Это же нужно скрывать. Нам еще осталось сейчас, в данном случае, границу закрыть, никого не пускать. Интернет закрыть вообще полностью на территории России. Была бы красота. И вот на этой красивой ноте заканчиваем первую часть. Хорошо.